Ташкент и Бишкек поставили точку в споре по границе. Но что это значит для региона и Таджикистана? Подписывайтесь на обновление и точно будете в курсе всего самого интересного. По итогам визита Шавката Мирзиёева в Кыргызстан, Ферганская долина перестала быть территорией раздора для Ташкента и Бишкека. 26 и 27 января президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил с государственным визитом столицу Кыргызстана Бишкек. Второй государственный визит главы Узбекистана с 2017 года, похоже, оправдал ожидания двух сторон и поставил точку в вопросе разделения границ между странами. В ходе визита были подписаны десятки межгосударственных соглашений, в том числе об обмене ратификационными грамотами договора между Кыргызской республикой и Республикой Узбекистан об отдельных участках кыргызско-узбекской государственной границы, подписанного 3 ноября 2022 года в Бишкеке, а также декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Кыргызстаном и Узбекистаном. Стороны официально заявили о завершении процесса делимитации межгосударственной границы, что, по их словам, станет основой для развития межгосударственных отношений. Узбекистан и Кыргызстан наряду с Таджикистаном являются странами, разделяющими Ферганскую долину. Территория, на которой систематически из-за отсутствия четких границ и водных ресурсов возникают конфликты, в том числе межгосударственные. После подписания финального соглашения между Ташкентом и Бишкеком вопрос границы останется актуальным лишь в повестке таджикско-кыргызских отношений. Эксперты по региону считают кыргызско-узбекское соглашение важным шагом для региональной стабильности, но отмечают, что это не может означать такой же прогресс в таджикско-кыргызском споре по границе. Как вы относитесь к таким договоренностям? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Независимый политолог из Душанбе Парвиз Муладжанов говорит, что достижение консенсуса между Бишкеком и Ташкентом является первым прецедентом, когда все вопросы между сторонами полностью решены. Но у Таджикистана и Кыргызстана конфликт более политизированный, из-за чего так быстро вряд ли решить его получится. В первую очередь, там не было горячих точек, как на таджикско-кыргызской границе. Было легче договориться с местными общинами. В Баткене такое сейчас вряд ли получится. Возможно, 7-8 лет назад было бы легче, говорит Муладжанов. По его словам, после решения вопроса с Кыргызстаном Узбекистан будет стремиться играть роль посредника между Бишкеком и Душанбе, а глава Кыргызстана Садыр Жапаров получит определенные политические очки, поскольку решение вопроса границ было одним из его предвыборных обещаний. В ноябре 2022 года Кыргызстан и Узбекистан объявили о том, что поставили точку в споре по границе, который продолжается более 30 лет. Стороны пришли к консенсусу по оставшимся 15% или 312 километров государственной границы, которые оставались неуточненными. Однако один из пунктов передачи земли под Кемпирабадским водохранилищем Узбекистану в обмен на другие участки вызвал недовольство части общества в Кыргызстане. На этом фоне было заведено уголовное дело, названо Кемпирабадским, в рамках которого задержано около 30 политиков и активистов. Российский эксперт по странам Центральной Азии Аркадий Дубнов в интервью назвал соглашение между Ташкентом и Бишкеком историческим с политической точки зрения. Вместе с тем он выразил сомнения относительно ускоренного решения проблемы границы с Таджикистаном. Я в последнее время еще раз ознакомился с документами, которые демонстрируют в Душанбе в оправдании своей позиции, и я там не вижу готовности к конструктивному и компромиссному решению этой проблемы. К сожалению, реальность такова, и я думаю, что тот конфликт в ближайшее время решен не будет, сказал Дубнов. Между тем, в конце декабря 2022 года президент Кыргызстана Садыр Жапаров в ходе рабочего визита в Баткенскую область заявил о своем намерении завершить работы по уточнению кыргызско-таджикской границы к лету 2023 года. Политолог Шерали Ризайон позитивно оценивает перспективу узбекско-кыргызского соглашения для региональной кооперации. Сегодняшние события породили еще один кейс урегулирования госграниц в Ферганской долине. Ранее, несколько лет назад, Таджикистан и Узбекистан финализировали проблему госграниц в этом сложном регионе, и большинство фобий и мифов, которые были созданы для Ферганской долины, к большому счастью, оказались неверными. Таким образом, в Ферганской долине появилось два кейса – таджикско-узбекский и узбекско-кыргызский опыт решения проблемы границ. Будем надеяться, что скоро появится третий кейс – таджикско-кыргызский, который в целом благоприятно повлияет на углубление регионального сотрудничества в Центральной Азии и его институционализацию.
Пишет Ризайон. По его словам, до 2030 года для Центральной Азии будут формироваться ряд проблем и вызовов, которые невозможно будет минимизировать без тесного регионального сотрудничества. Если к сентябрю 2023 года Таджикистан и Кыргызстан смогут совершить прорыв в урегулировании пограничного вопроса и приблизиться к финишной черте по этому вопросу, то пятая консультативная встреча глав государств Центральной Азии в Душанбе безусловно станет исторической, когда страны региона минимизировали один из проблемных источников внутрирегиональных угроз, полагает эксперт. Как вы думаете, как скоро решится проблема между Кыргызстаном и Таджикистаном? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!